В Башкортостане учащиеся, добившиеся лучших результатов в учебе, спорте и творческой деятельности, получают стипендию главы республики. Интересно, каково это быть таким привилегированным? Ведь возложенные на тебя надежды нужно обязательно оправдать. Гора новостей на тренировке спортивной школы номер 12. Здесь, на стадионе «Динамо», занимаются профессиональные спортсмены-юниоры. Но нас интересует лишь Милана Мулаянова. Она – кандидат в мастера спорта, победитель первенства России, член сборной страны по карате и стипендиат главы республики. В этом году 100 одаренных школьников стали получать ежемесячные денежные выплаты за свои достижения в определенной области. В спорте таких 20. Насколько я знаю, ты у нас стипендиатка. Что вообще нужно сделать, чтобы получить стипендию? Нужно получить звание. Получается, я выиграла первенство России, и отобралась на Европу. После того мне подали на заявку. Также, получается, за все года, подавались там достижения за соревнования. Я входила в том году в 7 лучших спортсменов в мире в своей категории, получается. Потом 3-я в Хорватии, 2-я на Кипре. Это международные соревнования, премьер-лига. Там около 100-150 человек в категории у меня было. Расскажи, сколько твоя стипендия? С 2018 года мне платят 12 тысяч. Это, получается, за первенство России. Трачу на соревнования, на какие-то свои нужды. У родителей деньги не прошу. Как по возможности. Хватает, не хватает. Карате как-то отражается на твоем характере? Ты как-то изменилась внутренне? Даже в учебе, в спорте, то же самое в жизни. Это нам дает большой толчок, спорт. И мы, получается, с 16 лет я, можно сказать, отличаюсь от своих, одногруппников даже по общению, по каким-то взглядам. И это, видно. Насколько я знаю, спорт занимает очень много времени и сил. Отражается ли это как-то на твоей учебе? Да, отражается. Я в школе была в том году 2 месяца, но школу закончила достаточно хорошо. У меня балл 4,5. Я поступила в колледж УКСИФТ. Получается, как он переводится-то? Милане ходить на пары некогда, зато она тренирует детей в родной спортивной школе и даже ведет свою собственную тренировочную разминку. Эффектные упражнения, но самое зрелищное – это спарринг. Во время тренировок вы все время кричите и издаете какие-то звуки. Для чего это вообще? Это чтобы удар сильнее был, можно так сказать. И на соревнованиях, если, например, мы не крикнем этот кияй, можно сказать, нам балл не дадут. Обязательно должно быть 6 критериев, которые мы соблюдаем, и только тогда нам дадут балл. Милана ежегодно подтверждает статус лучшей. На ее счету очень серьезные мировые соревнования. Уверена, вы еще услышите о ней новости. Желаем Милане еще больше побед и наград. Лучших учащихся определяет республиканская комиссия по итогам открытого конкурса на муниципальном и республиканском уровнях. Чтобы стать стипендиатом, нужно быть реально лучшим и подтверждать это регулярно. Камила Загрединова, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей.